И возвращаемся к обсуждению темы 75-летия Победы шаг за шагом от боя к бою. События Великой Отечественной войны в потрепанном от времени дневнике якутянина Василия Лыткина. Сегодня уже его нет в живых, но его память, его видение о страшных военных годах осталось. Теперь дневник отца и деда хранится и изучается его потомками. Наш корреспондент Ульяна Шагина воочию подержала в руках живую историю. Она сейчас на прямой связи со студией. Ульяна, расскажи, какие события запечатлены в этом дневнике? Добрый день, Василий. Мы сегодня находимся в семье у младшего сына сержанта Василия Лыткина, Валерия Васильевича Лыткина. 5 сыновей фронтовика, его 10 внуков и столько же правнуков смогли сохранить дневник, который мы сегодня имеем возможность и потрогать, и почитать. Старый военный потрепанный дневник, который хранит события тех страшных дней. Все они шаг за шагом, от боя к бою описаны в нем. И рядом со мной сейчас находится младший сын фронтовика Василия Лыткина, Валерий Васильевич. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о чем писал ваш отец в своем дневнике? Здравствуйте, Ульяна. Это действительно подлинный дневник боевой нашего отца, сержанта Василия Лыткина. Здесь он описывает, начиная с 1942 года по конец 1945 года, все тяготы военной жизни, как шли боевые действия. Он воевал в 3-м и 4-м украинских и 1-м белорусском фронтах, а также как получал ранения, терял своих друзей. Описывает здесь, как он лечился в госпиталях и снова возвращался на фронт. Здесь есть один такой интересный эпизод. Он в составе командира отделения пошли в разведку и взяли 2 языков, один из которых явился офицером немецкой армии. А также в 1945 году в составе 1-го Белорусского фронта, как освобождали город Берлин и встретили 9 мая в поверженном Берлине. Ну, кроме дневника, Василий Сергеевич вел еще вот такую вот папку в течение всей своей жизни, где он бережно хранил все свои статьи, заметки, которые он писал в газетах, а также биографию, фотографии своих фронтовых друзей. И здесь же, конечно же, сохранены его фронтовые письма, которые он писал своей семье, своим родителям, а также своей супруге. А что еще удалось вам сохранить? Ну, наш отец очень не любил рассказывать про войну, но он очень много работал общественным корреспондентом в газетах, поэтому сохранились его очерки, статьи про фронтовиков, про войну. А также мы, чтобы сохранить память нашего отца, выпустили 3 книги, которые вы сейчас видите. Это 60-летие Победы выпустили книгу, а это 90-летие рождения нашего отца. И последняя 3-я книга – это дневник сержанта Лыткина. Хочу немножко рассказать о сержанте Василии Лыткине. Василий Сергеевич Лыткин был призван в ряды Красной Армии в сентябре 1942 года из Амгинского улуса. Он прошел всю войну со станковым пулеметом в составе 3-го и 4-го украинского и 1-го белорусского фронтов, освобождая Украину, Белоруссию и Польшу. На войне он был 3-жды ранен и каждый раз возвращался в бой. И благодаря этому дневнику сегодня мы имеем возможность почувствовать, какой сложный путь проходили наши якутские бойцы, что они чувствовали и что ощущали. И за это мы, конечно же, говорим большое спасибо сержанту Василию Лыткину. У меня все. Да, Ульяна, спасибо за информацию. Будем надеяться, что в скором времени не только вы и родственники смогут прикоснуться к этой реликвии, но и все остальные якутяне в рамках какого-нибудь музея.